А вы о чем любите разговаривать? О чем любите рассуждать? Ну, у меня в основном, наверное, про балет. В выходные у меня вообще тюленей отдых. Я хотел, чтобы меня заметили. Но как-то вот так вот я понял, что я хочу быть первым. Мне прям понравилось, как с помощью движений, наверное, вот показывать все эмоции. И я вообще один был азиат во всей труппе в Москве. А мне дают главную партию. Я не собираюсь еще уходить из театра. Да. Сарел Афанасьев, солист балета, народный артист Республики Саха-Якутия. Родился в поселке Хандыга Тампонского улуса. В 2010 году окончил с красным дипломом Якутское хореографическое училище имени Посельской. В том же году поступил артистом балета в Государственный театр оперы и балета, где и работает по настоящее время. С отличием окончил факультет хореографического искусства АГИКИ. В 2016-2017 годах работал ведущим артистом балета в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Сарел, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада, что мы с вами совпали по графику, Да. что вы к нам пришли и что мы с вами будем говорить. Скажите, пожалуйста, а вы о чем любите разговаривать? О чем любите рассуждать? Ну, у меня в основном, наверное, про балет, потому что я почти весь день нахожусь в театре, и все мои друзья тоже, мои коллеги, и мы разговариваем про работу. Скорее всего, да, про работу мы разговариваем. То есть получается, что вы на работе работаете, Да. после работы вы думаете о работе. Да, о работе, обсуждаем работу. Ну и что и происходит на работе, да. Выходные? В выходные у меня вообще тюленей отдых. Я стараюсь вообще не двигаться, просто лежать. Потому что все равно нужно... Мы же отдаемся полностью уже на работе же. У нас физически и эмоционально все расходуется. И хочется просто полежать. Иногда я выхожу гулять на природу, на улицу, музыку включать. Как-то отвлечься вообще от театра. Так, получается? Получается, да. Я как-то вот перезагружаюсь и в театр потом на работу опять. А сколько нужно времени тюленевого отдыха или сколько вы вообще можете вынести? Сутки нормально. Вот, сутки. А если это отпуск? Вот летний период, например. Летний период я стараюсь уехать на море. И там тоже тюленевый? Да, там тюленей отдых. Ну, конечно, я люблю там вот эти вот достопримечательности и так далее посмотреть, но в основном, да, я лежу и вообще не думаю о балете. А о чем думаете? Ни о чем. Просто просто отдыхаю, да. Могу есть, там гулять. Вот все вот так вот, полностью как-то отойти от балета. А вот это нужно быть фанатом, вообще вот прям таким фанатом, как вы, видимо, да, как прекрасный ваш руководитель Екатерина Тайшина. Фанаты, люди, которые на работе думают о работе, дома думают о работе, во время отпуска думают о работе. Скорее всего, да. Но я не считал себя фанатом. Я не знаю, я просто сам хотел, это как-то шло изнутри, что ли. А с какого возраста вы поняли, что это идет изнутри? Наверное, как я поступил в училище, я понял, что я все время хочу конкурировать со своими одноклассниками. Хочется быть лучше? Да, я все время вот в центре хотел вставать, чтобы меня заметил педагог. Потом у меня начались конкурсы тоже, я хотел, чтобы меня заметили. Но как-то вот так вот я понял, что я хочу быть первым, лидирующим. Это сколько лет было? 10, 11, ну вот 10-11 примерно. 10-11 да. лет? Уже было понимание. Вот я сейчас думаю, меня тоже спрашивают иногда, и скорее всего, да. А в каком возрасте вы вообще пришли в танцы? Мы приходим в 10 лет, у нас отбор 10 лет, но я тогда вообще не понимал, что такое балет, потому что я же вырос в деревне, и там только такие танцы, народные танцы. Да. Вы не занимались ими? Не, народными танцами, да. И то кружок. Это никакой не ансамбль был, а просто кружок. Все равно это танцы. Да. Это с какого возраста? Это, наверное, где-то... Лет с 5, да? Да, наверное, скорее всего. Ага. То есть с 5 это народные танцы, все равно танцы. И удовольствие, да? Да, удовольствие. Ну, как бы мама заметила, что я люблю. Ну, мне нравится вот это, что я танцую. Я еще иногда закрывался
в зале, я помню, мама подсматривала. Как танцуете? Да, и мне нравилось прям музыку включать и танцевать. А Ну и- вас же ни одного на танцы повели. Вас Да. повели с братом. Да, Да? да. С одним братом или С моим братом двойняшкой. с двойняшкой? Да. Мгм. Вот. А он вообще, мы совсем разные. Он ходил как в кружок вольной борьбы. Он спортсмен. Ему танцы не понравились, он там не Вообще, остался, да? он сразу же сказал, что я не хочу танцевать. А он на вас похож? Нет. Совсем не Мы вообще разные. Он темненький, я светленький. Но при этом у него тоже способности были? Способности были, потому да. что его взяли, да? Да. И потом он занимался вольной борьбой. Да, потом он уже полностью вольной борьбой занимался. А как вы думаете, это что было такое? Это тогда уже было понятно, что это призвание? Или что? Или просто стечение обстоятельств, благодаря которым вы вот стали премьером балета? Нет, я не думаю, что это течение времени. Ну, я думаю, все-таки это реально призвание. Как-то вот... Уготовано судьбой? Скорее всего, да. Вы были рождены для балета? Не только... Ну, я не знаю. Вот я думаю, если не балетом, то я, наверное, другим искусством занимался. Каким? Потому что мы еще пробовали с ВШМ. Мгм. Да, и меня тоже там взяли. Трубой. Да. Труба? Да. И я бы сейчас сидел бы, не знаю, в оркестре. Филармонии. Либо в филармонии, либо в оркестре у себя в театре. Ну, то есть это не та история, что я мечтал быть летчиком Нет, и даже пробовался, а потом вдруг оказалось, что у меня призвание другое. нет. Ну, в балете, наверное, только так и можно. Невозможно там, в каком-то осознанном возрасте, после школы, после 11 класса сказать, оказывается, я хочу быть артистом балета. Но почему? Я уже в детстве, когда пришел в училище, я хотел уже стать артистом Ну, балета. это я поняла, Да. да. То есть вот, было сразу понятно, что вы с этим хотите связать Да. свою жизнь. Мне прям понравилось, как с помощью движений, наверное, вот показывать все эмоции. То, что прям бросилось в глаза мне. Мгм. Я вообще не понимал, как можно рассказать полностью спектакль только движениями, пластикой. И вот эти вот еще вот эти поддержки, верчение, конечно, мне сразу понравилось. А почему? Потому что это... Почему это понравилось? Потому что это может делать кто-то, а остальные не могут? Или почему? Вот это Наверное, тоже скорее конкурентная всего, такая, да, история? скорее всего, да, вот то, что, как сказать, ну, необычные люди же. Да, необычные люди с необычной судьбой. Да, вот. А потом уже хотелось, конечно, быть лучше. Такой Иногда, азарт, да? да, азарт. Я даже иногда думал, что вот старшеклассники были, а я думал, типа, я лучше них сделаю. Ух ты. Вот как-то так. Но по-другому, наверное, невозможно стать премьером. Ну, то есть, когда амбиций нет, Да, да? да. А вот вы интересную такую мысль сказали, что есть люди, которым нравится танцевать в кардебалете. Ну да. Некоторые не тянутся быть хотят. премьерами и примами. Им вот нравится находиться в кардебалете. А потому что существует такой стереотип, как будто бы мир балета, как и мир большого спорта, красивого, что это очень жесткий мир конкурентной борьбы, где все средства хороши. И поэтому тут даже художественные фильмы есть такие про интриги, про пакости, которые друг другу делаются. Как будто бы в конкурентной борьбе все средства хороши. Скажите, пожалуйста, насколько это имеет место быть в жизни? Вы с таким сталкивались? Нет. Никогда? У нас в театре такого нету. Ну, вы же работали не только в Якутском театре. В Москве тоже я не сталкивался такого. Реально я не сталкивался. А здесь могу сказать, потому что мы с детства все вместе выросли. Мы же в общежитии же растем. Вот. И для нас, вот то, что мои коллеги, как мои братья и сестры. Это получается, что должно быть, кроме амбиций, кроме способностей, кроме таланта, должна быть еще командность. Да. Да, командный дух. Да. Индивидуалистам, наверное, сложно тогда выживать Скорее всего, да. в балетном мире. Да. Нужно быть коммуникабельным, что ли. Коммуникабельным? Ну, не знаю, как-то держаться командой. А при этом вы себя характеризуете как интроверт. Да.
Необщительный человек. Необщительный. Я только, наверное, долго, подпускаю людей к себе. Я не знаю, как-то так получается. В Москве, например, я очень долго один ходил. Да? Я вообще ни с кем особо не разговаривал. Ну, не общался. А для вас вот опыт работы в Москве, он чем стал? Что он вам дал профессионально? Или по большому счету, какая разница, там работать или здесь работать? А вообще, это так все произошло, что резко мне написали, хотят вот это вот ведущий, чтобы я был ведущим артистом. Приглашаем. И я вначале, конечно, не хотел. Это что-то новое, надо доказывать там. А потом подумал, надо все равно попробовать, потом уже, получится, не получится. Ну и, конечно, опыт, потому что там другие спектакли идут. И вот как бы новая труппа. Новые люди, Новые с которыми люди, да. не хотелось общаться Да. на долгое время. Но пришлось. Конечно, пришлось. Да. Но все равно опыт есть. Это же все равно в плюс идет. Почему? Там есть специфика какая-то? Просто потому что спектакли другие или почему? Специфика. Там я больше всего думал, наверное, о том, чтобы как бы так себя показать, чтобы понравиться зрителям. Потому что я совсем отличаюсь от них. Но как бы я вообще один был азиат во всей труппе в Москве. А мне дают главную партию Байдек и Салора. И как, не знаю, там, наверное, уже привыкли к европейцам, а тут азиат выходит, и как-то вот это вот мне было сложно. Потому что я потом читал всяких критиков и так далее. Конечно, там были не очень хорошие комментарии. Вот. А вы болезненно относитесь к критике? Тогда я очень сильно, очень болезненно. Сейчас нет. А сейчас вас критикуют? Бывает, сталкиваетесь с этим? Критикуют, как бы все равно по делу. Как-то, обычно наши педагоги, репетиторы. Обычно педагоги. Да. Скажите, пожалуйста, какая из ваших партий, из ваших ролей вам кажется наиболее интересной? Или, может быть, больше отзывается? Или, может быть, она какая-то была более долгожданная, раскрывающая вас? Долгожданная моя роль — это был Спартак. Спартак. Да, я прям Спартак обожаю. Мне еще нравится Ромео. Потому что они наиболее интересные, наверное. Там можно показать все свое актерское мастерство, потому что там и трагедия, и любовь, и там практически все эмоции. Да. А принц, он принц, как бы. Такой. Принц и принц. Да, пришел, спас, и все, и хороший конец. Как-то так он. Покрутил. Да, все как-то так красиво, и все, наверное. А вам нужна драма? Мне нужна драма, вообще, как-то полностью себя показать, что ли, раскрыться. И в плане техники, и эмоционально. От этого я прям наслаждаюсь. Интересный у нас с вами разговор был по поводу эталонности. Да? Эталон Спартака — это Владимир Васильев. Это Владимир Васильев, на которого эта роль писалась, да. на которого это все ставилось. И вот вы, как человек, современный человек, который занимается современным балетом, если вообще так можно говорить, да? Представитель нового поколения танцоров, можете ли вы туда привнести что-нибудь свое? Или так не принято в балете? Так не принято в балете. Нельзя. И наоборот, хочется все вот это вот изначальное оставить и передавать потом дальнейшему поколению. Это вот как-то надо сохранять вот эти вот все традиции. Как интересно. Получается немножко такое, это не застывшее, а такое музейное, да? Музейный вариант. Да, это как вот этот шедевр нужно сохранить и передавать. И не нужно туда ничего привносить. Стараемся, стараемся вообще как оставить, как вот Юрий Николаевич Григорович поставил, и вот так вот потом, чтобы это вот как оставался вот шедевром. Но иногда, конечно, артисты меняют
что-то, если у них там с другой ноги, там, ну как у нас говорят, с другой ноги, у нас как бы две ноги, что-то не получается, меняют иногда в другую сторону, крутятся, но это не так, как бы ничего не меняется в этом плане. А вот, например, если говорить про театр, академический театр, это же про что? Про то, что там каждый Ромео, он такой свой Ромео немножко, да, и может быть там осмысление свои, какие-то новые углы восприятия. И вообще вот видение актера все равно, да, человека, который по-другому относится к мотивам. А в балете нельзя. Или не хочется? Но в плане движений, наверное, ничего не меняется. А так в плане драматургии, в плане актерского, наверное, можно уже как бы вот так вот. Ну, потому что у Васильева, мне кажется, темперамент совсем другой. Да. Да и время было другое. Вот сейчас же очень сильно поменялись люди. Поколенческая теория существует про то, что люди раньше были и пониже, и мышцы у них какие-то были другие, и пропорции были другие. А сегодняшние артисты балета эстетика другая. Да. Такие удлиненные, немножко инопланетные существа. Да? Есть такое? Есть такое. Ну, кроме меня, наверное. Я такой же. Почему? Коренастый и маленький. Да ладно? Коренастый маленький? Да. Это по сравнению с кем? По сравнению с кем? По сравнению с сегодняшними артистами. Да? Да, у нас сейчас в театре тоже удлиненный. Да? Да, артисты. А кто из молодых артистов, на кого стоит обратить внимание, между прочим? Вот я Валерий Аргунов. Да. Потом вот этот, который будет «Сияющий камень» главного персонажа, злодея играть. И девочки тоже стали удлиненными. Мария Кузьмина, Венера Федотова. Да? А я в паре всегда стою Юлией Мяриной. Так. Вот мы такие, вот это моя Джульетта. Да? Да. Почему? Ну мы как-то... Подходите? Да, подходим, наверное. И мы как-то очень друг друга понимаем в плане танца. У нас есть какой-то коннект. И это постоянное ваше партнерство? Да. Партнерши на данный момент? У меня еще есть Анастасия Платонова. Угу. Да. Каким вы себя видите через 10 лет? Где вы себя видите? Так далеко, 10 лет. А что, сильно далеко? Да. 5. Мне кажется, через 5 вы будете тем же самым. Да. И тоже так же будете Я не говорить. собираюсь еще уходить из театра. Да. Поэтому, 10. 10, не знаю, хотелось бы передавать все, передать весь свой вот этот вот опыт новому поколению. Тогда вы будете Я педагогом? бы хотел бы, наверное, педагогом-репетитором быть. Мне кажется, у вас получится. Но мне как-то хочется самому. И сейчас я иногда тоже в театре нахожусь молодым тоже артистом. Иногда подсказываю, говорю, что как и получше сделать. А нет амбиций хореографа, например? В детстве что-то иногда хотелось, но я оставил, потому что у нас были всякие конкурсы постановщиков, хореографов. И скорее всего, я тоже просто хотел конкурировать, хотел быть там первым, чтобы на меня обратили внимание, наверное. А так потом сейчас нет такого, что я хочу постановщиком быть, хореографом. Не хочется. Но это прям очень сложно, мне кажется. Это нужно вот тоже, чтобы изнутри шло, Да, как у конечно. Екатерины Лаврентьевны. Да, это же видение должно быть Да. очень творческое. Я прям иногда смотрю на ее вот эти постановки, как это возможно вообще вот сочинить вот такое вот. А вот из постановок Якутского театра, какой театр оперы и балета, конечно же, какая постановка, на ваш взгляд, самая интересная? И в последнее время много, да, вот таких самостоятельных постановок вошло в репертуар. Вот «Сияющий камень». В чем его прелесть? Наверное, скорее всего, национальных мотивах, наверное. Потому что у нас практически нету спектаклей на якутскую тему. А именно вот такой вот синтез балета, классического балета и вот национального, да, танца. Потому что есть отдельный вот национальный театр. Они показывают только национальные спектакли. А тут как бы вот с классическим, смесь классического и вот национальных движений. И очень интересно вот то, что еще оркестр там играет, оркестр театра Лонхо. Вот. А чем вы вдохновляетесь?
Вдохновляюсь я вообще всем, наверное. Вдохновляюсь музыкой, вдохновляюсь людьми, вдохновляюсь зрителями, когда они мне пишут какие-то вот хорошие отзывы. И ну, мы же ради них и работаем, ради зрителей. Как-то так. Иногда вообще от всего, наверное. Иногда даже просто на улице иду, какой-то вот там ветер какой-нибудь, и у меня как-то вот вдохновение сразу. А вы любите наблюдать, Да, да? я люблю за наблюдать. тем, что происходит. Иногда еще, когда с музыкой связываю, у меня в ушах иногда, ну, как бы всегда, когда я хожу, музыка, и связываю его, как бы, когда дерево там двигается. А какую музыку вы любите слушать? Больше, наверное, какую-нибудь, ну, не классическую. Да? Да, не Странно, я очень неожиданно. на улице не слушаю классическую музыку. Я люблю саундтреки всякие, вот, ну, практически классическая, да, саундтреки, инструментальные. Если даже, наверное, скорее всего, без слов. Просто музыка, Да. которая создает настроение. Да, да. А вот музыку вы слушаете только когда ходите по улице или когда-то еще? Когда только хожу. Только когда ходите. Да. Ходите вы много. Да. Я люблю по утрам выходить, и это уже как традиция, наверное. Да. И вечером тоже иногда после работы тоже хожу. Так, работа, хождение, наблюдение за окружающим миром, музыка — это то, из чего состоит жизнь Сарыла Сарыла Афанасьева. Афанасьева. Да? Да. Или что-то мы забыли? Может быть, любовь к животным, может быть, желание заниматься экстремальными видами спорта, Нет. литература, Нет. музеи, Нет. изобразительное искусство. Все мимо кассы, да? Ужас. Нет, а есть что-нибудь такое, какой-нибудь такой навык неожиданный, который хотелось бы освоить? Кулинария. Ой, нет. Пироги печь. Ой, нет. Только балет получается, да, только работа. Очень локально, да, очень фокусно. Да, вот очень фокусно Фокус получается. внимания такой. Ну а так в детстве я хотел быть ветеринаром почему-то. Ура! Вот. Что-то земное появилось. Ну потому что мне, да, животные очень нравятся. В детстве. Животные. Да, животные. А сейчас есть животные у вас? Сейчас пока, ну, надеюсь, нет. У меня всегда были кошки. А сейчас нет. Сейчас нет. Я пока отдыхаю. А если говорить вообще об отношении к телу как к инструменту рабочему, реально у артиста балета это, конечно, главный инструмент. Да. И в этом смысле нельзя рисковать. Нельзя рисковать. Никакой спорт не экстремальный, ни коньки, ни лыжи. А вот вы сказали, что когда вы где-то шишку набили себе, В Таиланде катался на чем? на мотике катался и врезался. Вот. Ну, то есть нельзя, но можно. Ну, Хочется? хочется, конечно, на отдыхе хочется. А еще нельзя все есть. Да, придерживать диету. Чего нельзя есть? Вообще мало есть. Да, просто мало есть. А как можно мало есть и при этом еще поднимать партнерш, например? Это же нужна сила, нужна масса. Надо больше белков есть, чем углеводов. всего остального. Да, вот эти чипсы и так далее исключаем. Вообще нельзя. Хлебобулочные Никогда. исключаем. Тортики. Почему? Ну, конечно, мы можем съесть на праздниках. А любимое блюдо какое? Любимое блюдо мамина. Какое? Все вредное. Пирожки, Пирожки, да. да? Манты. Мгм. Да, вот эти вот любимые блюда. Поэтому к маме тоже, видимо, дозировано в гости, да? Не часто. К маме попадешь, она оформит. Я вот вчера и позавчера у нее был. И вот пирожки кушали. Вкусно? Ели, да. Вкусно, очень вкусно. Ура. И самое главное, не можешь остановиться же. А у вас большая семья, да? У вас же Да. 4 детей. 4 детей. Они все здесь, в Якутске? Да. И как часто вы встречаетесь? Есть ли у вас какие-то семейные традиции? Нет, мы не часто встречаемся. На Новый год, наверное, вот на праздники, потому что у всех семьи свои дела. А так вот на праздниках, конечно, мы обязательно все собираемся. А творческий человек вы в семье один? Такой Да. человек из искусства. Да.
еще и публичный? Или есть у вас И- представители? Нет, я один. Один? Да. Гордость семьи. Да, мама тоже иногда, когда вот на улице, они же в частном доме живут, и когда снег убирают, мама говорит, не трогайте его, он как бы гордость вообще Якутии, Достояние да, нации. достояние, прославляет вашу фамилию Афанасьева, говорит. Ну, на самом деле, вам, наверное, нельзя тоже там сильно... Чего еще нельзя? Вот пианистам нельзя ничего, что может повредить рукам. Да. А нам вообще все тело, наверное. А вам все нельзя. Да, потому что руками мы поднимаем, Ногами вы ногами мы прыгаете. прыгаем. А самое любимое па балетное какое у вас? Ам, Которое вам прям нравится и которая ваша фишка? Нет, у меня нету фишек Нет? таких. Ну, я люблю такие более широкие движения, что ли, когда вот с полетом, чтобы можно было как-то заполнить зал, да, или ну вот сцену, да. По всей сцене? Да, когда по всей вы сцене, да. Вот мне вот круги, такие вот да. нравятся. Ну и вертеться тоже мне нравится. Сколько можете накрутить? Не знаю, у нас обычно вот классически поставлено 16 штук надо крутиться. Ну вот 16 как бы Не там фуэте, называется алисгон. Алисгон. Мгм. Это у А так, девочек- конечно, это у девочек фуэте, 32 фуэте, ну, конечно, могу больше. Да? Да. А у мальчиков меньше? У мальчиков 16. Так, потому что композиторы написали. А могли бы чуть больше. Ну, на самом деле, да. Вот Николай Цискоридзе любит же это демонстрировать, как раз-таки он фуэте же Да, крутит, а вот он любит фуэте. Да. А вы любите вот эти вот широкие Да, прыжки, широкие прыжки, чтобы заполнить сцену. Я вам желаю успехов. Успехов, и чтобы еще долго-долго вы вдохновляли нас, радовали и украшали собой сцену, самую главную сцену Республики Саха-Якутия. А теперь ваши пожелания нашим телезрителям. Дорогие зрители, хочу пожелать, чтобы вы ходили часто в театр, вдохновлялись, уходили с блестящим взглядом, да, с горящими глазами, отдохнули, потому что вы нас вдохновляете и мотивируете, потому что без вас, без зрителей, это уже не театр. Мы стараемся ради вас. Спасибо большое, Сарел. Спасибо. Спасибо вам, что пригласили.